Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах дня. Вице-президент Бадра Гунба провел еженедельное совещание с членами правительства и руководителями силовых структур. Кроме того, в администрации президента состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития аэропорта Сухум. СГБ Абхазии принимает поздравления с юбилеем. 20 декабря исполнилось 30 лет со дня создания службы государственной безопасности. Со студенческой скамьи в кадровый резерв крупнейшего инвестора студенты Сухумского государственного колледжа побывали со знакомительным визитом на курорте Красная Поляна и в Сочи-парке. По поручению главы государства Аслана Бжаня, вице-президент республики Бадра Гунба провел еженедельное совещание с членами правительства и руководителями силовых структур. Кроме того, в администрации президента состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзенба. Все подробности в репортаже Гугут Севардания. В начале совещания глава РУП Черноморэнерго Зураб Багапш сообщил, что нагрузки в электроснабжении сейчас в пределах допустимых норм. Однако в случае похолодания они увеличатся. Из лимита, выделенного на переток, в данный момент остаток составляет около 90-100 киловатт-часов. Если работа будет продолжаться в таком же режиме, то, возможно, ограничения в подаче электроэнергии будут сняты с 23-24 числа до конца года. Соответственно, того объема электроэнергии, который есть, его хватит для того, чтобы без отключения дойти до конца года. Ситуация будет ясна сегодня после окончательного анализа. Объем поставок перетока на 2023 решается совместно с российской стороной. В данный момент идут консультации по подготовке соответствующего поручения, отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. На 2023 год общий это 1 миллиард, в том числе 600 в первом квартале. 600-670, как и в прошлом году, потому что объем потребления, в принципе, сопоставим будет. Может быть, если будет теплее, чем прошлой зимой. Зима была холодная, практически вплоть до 10 апреля было достаточно холодно. Поэтому мы ориентируемся на показатели 2022 года. Участники встречи подчеркнули, что случаев выявления незаконного потребления электроэнергии в плане функционирования майнинг-ферм стало меньше. Но если раньше это были крупные фермы, которые было легче выявлять, то сегодня основная часть оборудования установлена в частном секторе. Руководство Черноморэнерго мониторит ситуацию, выявляя нагрузки по фидерам. На данный момент, допустим, есть один из фидеров, который обслуживает 3 села. По нему мы видим, что порядка мегаватта там, возможно, есть майнинг. Но, скажем так, к примеру, объезда этих сел и нами, и сотрудниками правоохранительных органов результата не дает, то есть не выявляются крупные фермы. Потому что если они рассредоточены по 2, по 3, по 4 штуки в доме, мы их просто не увидим и не услышим. Да, периодически Министерство внутренних дел, служба госбезопасности выявляют более крупные майнинг-фермы, которые... Недавно было это оглашено. Но на данный момент, скажем так, ситуация именно в таком виде. Большая часть оборудования рассредоточена по частному сектору, что сложнее. Зураб Багапш добавил, что в местах, где большие нагрузки, происходят аварии. И иногда, чтобы их предотвратить, приходится отключать электроснабжение, помимо введенного графика. И дабы предотвратить выход из строя, либо выключают вручную, либо срабатывает автоматика, и поэтому выключается. Допустим, на Епите это периодически происходит в связи с тем, что трансформаторные подстанции перегружены. А сейчас похолодание, когда будет, это будет проявляться более остро, скажем так. Пока температуры были плюсовые, положительные, тепло было, это не так ощущалось. Но стараются регулировать именно по-фидерно отключать, то есть не целиком подстанции. Но вчера именно это имело место быть из-за того, что автоматика сработала, но в итоге запитали. Что касается собираемости платежей за электроэнергию, Зураб Багапш подчеркнул, что абоненты будут уведомлены заранее о задолженностях. Сроки погашения 2 недели. В случае неоплаты документы передадут в судебные органы. Эта работа активно начнется в начале следующего года. В случае, если на судебное решение также не будут реагировать, скажем так, граждане, то тогда будем обращаться в службу судебных приставов и в прокуратуру. С правоохранительными органами мы в этом отношении работу провели, скажем так, информационно-разъяснительную. С юридическими лицами ситуация в целом лучше, чем с физлицами, потому что юридические лица,
большая часть, там 90 с лишним процентов, они оплачивают электроэнергию в полном объеме, так как у всех практически у них стоят приборы учета. За небольшим исключением. Есть, безусловно, ряд юридических лиц, за которыми образовалась крупная задолженность. С ними предварительно работа была проведена. Мы предлагали составить графики погашения долгов, уведомляли об этом. А там, где подписаны акты о том, что люди признают за собой долги и будут их погашать, это одна ситуация, там расписывается график погашения. В том случае, если от этого уклоняются, то мы будем передавать дело в суд. Вице-премьер Кристина Узган добавила, что активная работа была проведена по мониторингу задолженностей бюджетных учреждений и государственных предприятий. Также сделано немало по установке приборов учета. В связи с тем, что у большого количества бюджетных учреждений, а также хозяйствующих субъектов, относящихся к местным органам управления, и невозможностью оплатить из бюджета 2022 года, мы провели такую работу в рамках формирования бюджета 2023 года для того, чтобы эти суммы задолженности были предусмотрены в сметах расходов. Поэтому мы надеемся, что в 2023 году данные суммы задолженности, уже просроченные, будут частично погашены. Плюс параллельно мы также проводили работу с бюджетными учреждениями и организациями, входящими в структуру местных органов управления, по возможности установки приборов учета. Черноморэнерго такую работу по нашему поручению провело. Установили 705 точек учета, где необходимо установить приборы учета. Сейчас формируется договорная база, которая должна быть подписана в течение января для того, чтобы могли профинансировать данные организации стоимость приобретения и непосредственно установки приборов учета. В настоящее время Черноморэнерго составляет дефектный акт для определения окончательной стоимости. Работа по установке приборов учета будет продолжена. Сотрудничество в этой области ведется с российскими и белорусскими поставщиками. В рамках совещания также были обсуждены вопросы сельского хозяйства. Глава Минсельхоза Беслан Джопуа рассказал об этапах реализации ведомственной целевой программы с объемом финансирования 100 миллионов рублей. Созданы предприятия по переработке ореха, по птицеводству, выращиванию многолетних садов практически во всех районах республики. Объявляем конкурс, заявляем и по телевидению, и по прессе, и на сайте есть, чтобы люди принимали участие. Я думаю, что эта программа уже второй год, которая работает, освоение по 100 миллионов пока рублей, она дает свои хорошие результаты. Далее в администрации президента был презентован план поэтапного развития аэропорта Сухум. Приветствую исполнителей плана, представителей проектно-изыскательного и научно-исследовательского института воздушного транспорта «Ленаэропорт». Вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации проекта по запуску объекта. Далее вице-президент Бадра Гунба провел еженедельное совещание с руководителями силовых структур, в котором приняли участие премьер-министр Александр Анкваб и заместитель руководителя администрации президента Зураб Каджая. Руководители ведомств проинформировали о ходе выполнения поручений президента Аслана Бжани. Министр внутренних дел Вальтер Будба доложил о проводимых рейдах по предупреждению и профилактике правонарушений, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения. Будба подчеркнул, что усиление рейдов и скрытый патруль показали высокую результативность. Генеральный прокурор Адгур Агарба доложил о ходе расследования уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Агарба также сообщил о том, что телеканалы АГТРК и Абаза ТВ будут впредь освещать судебные процессы по громким коррупционным делам. В завершении встречи руководителям силовых ведомств было поручено усилить меры безопасности при проведении массовых новогодних мероприятий. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 20 декабря исполнилось 30 лет со дня создания службы государственной безопасности Абхазии. В честь знаменательной даты в Сухуми прошло торжественное собрание, на котором присутствовали вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, члены правительства, руководители силовых ведомств страны. От имени президента Аслана Бжани был зачитан поздравительный адрес. Все подробности в репортаже Али Китрабш. Открыл торжественное заседание в честь празднования 30-летия службы государственной безопасности председатель ведомства Роберт Киут. В своей поздравительной речи он отметил, что работа в органах госбезопасности сопряжена с риском, но сотрудники СГБ с честью несут службу по защите Родины. Выражаю отдельную благодарность нашим ветеранам,
Ваш опыт и преданность общему долгу всегда будет служить примером. Уверен, что нынешнее поколение сотрудников службы готово решать задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов нашей республики, ее стратегического партнера и союзника Российской Федерации. Вице-президент Бадрагунба засчитал поздравительный адрес президента Аслана Бжани сотрудникам и ветеранам СГБ. Сегодня ваша деятельность, направленная на обеспечение безопасности государства, позволяет гражданам и гостям республики чувствовать себя защищенными. Профессионализм, стойкость, личное мужество – это те качества, без которых невозможна работа в органах государственной безопасности. Героические страницы истории ведомства и его сотрудников являются примером для молодых кадров сегодня. Особую важность в вашей работе имеет преемственность поколений, и в этом заключается особая миссия ветеранов, передающих лучшие традиции и богатый опыт молодым сотрудникам. Ваша служба сопряжена с риском для жизни. Мы всегда будем помнить и чтить память сотрудников, отдавших свои жизни, защищая Родину. В честь 30-летнего юбилея СГБ президент Аслан Бжани подписал указ об учреждении флага и знамени ведомства. С юбилеем своих коллег, сотрудников и ветеранов службы госбезопасности поздравили руководители силовых ведомств республики. Хочу выразить особые слова благодарности ветеранам службы государственной безопасности, людям, беззаветно служившим Отечеству, которые задали высокий уровень в годы Отечественной войны народа Абхазии. Именно на этот нравственный ориентир должно равняться сегодняшнее поколение сотрудников вашего ведомства. Эффективность нашей работы – залог безопасности, спокойной жизни наших граждан и становления нашего государства. Выражаю вам признательность как действующим сотрудникам службы государственной безопасности, так и ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепление законности, становления нашего государства. И дай Бог, чтобы каждый из вас, выходя из дома на службу, всегда домой возвращался живой и здоровый. Сложно переоценить ваш вклад в еще большее укрепление государственности Абхазии, эффективную борьбу с терроризмом и предотвращению преступных посягательств в отношении нашей страны. Выполнение служебных обязанностей требует от вас мужества, принципиальности, высокого профессионализма, большой самоотдачи и нередко связанных с риском для жизни и здоровья. На протяжении 30 лет вы обеспечиваете безопасность нашего государства и его граждан, суверенитет и целостность Республики Абхазия, охрану конституционного строя. Ваше служение Отечеству является ярким примером ответственности и порядочности, высокого профессионализма, самоотдачи и преданности своему делу. Вот уже 30 лет сотрудники службы госбезопасности честно и добросовестно исполняют свой воинский долг, действуя строго в рамках закона, проявляя принципиальность, мужество, высокий профессионализм. В этот праздничный день от Союза ветеранов госбезопасности Республики Абхазия «Щит» и лично от себя сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов службы госбезопасности Республики Абхазия со знаменательной датой нашего коллектива. Желаю, дорогие коллеги, вам и вашим близким здоровья, счастья, добра и благополучия, новых успешных свершений на благо нашей Родины Абснет. В честь 30-летия СГБ были присвоены очередные воинские звания, а отличившиеся сотрудники награждены памятными подарками. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Аля Катрав, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анква поздравил руководство, личный состав и ветеранов службы государственной безопасности с 30-летним образованием. В период Отечественной войны народа Абхазии по сегодняшний день ветераны госбезопасности и новое поколение сотрудников делали и делают все возможное для защиты интересов нашего государства. Перед современной Абхазией большие перспективы. Страна вступила в новое время. Перед нами стоят качественно иные
цели. Но мы должны быть готовы и к новым вызовам, говорится в поздравлении главы правительства. Александр Анкваб выразил уверенность, что, обладая большим опытом и необходимой квалификацией, сотрудники СГБ справятся со всеми поставленными задачами. Руководство из сотрудников Службы государственной безопасности с 30-летием со дня образования службы поздравил и спикер парламента Лаша Ашуба. Спикер Народного собрания выразил благодарность всем ветеранам и сотрудникам ведомства, выполняющим свои обязанности на высоком уровне. Министр иностранных дел Абхазии Нал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву и Минск для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия. Об этом сообщает медиа-центр МИД Абхазии. 20 декабря Нал Ардзинба представил коллективу посольства Республики Абхазия в Российской Федерации нового чрезвычайного и полномочного посла Алхаса Квициня. Выступая перед коллективом посольства, министр подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов Республики Абхазия. Алхас Квициня поблагодарил президента Республики Абхазия за доверие и выразил надежду на плодотворную работу с коллективом посольства. Указ о назначении Алхаса Квициня чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации был подписан президентом Асланом Жане 30 ноября. Судебное разбирательство по громкому делу о хищениях в крупном размере в отношении экс-генерального директора госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба продолжается в Сухумском городском суде. Беслан Авицба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. Ему вменяется совершение 8 эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и 1 эпизода хищения имущества компании путем мошенничества. На данный момент проводится опрос свидетелей со стороны обвинения, которых в материалах дела 79 человек, около 40 из них уже опрошены. На прошедшем судебном заседании были заслушаны свидетельства 3 водителей, занимающихся перевозкой топлива. 2 водителей занимаются частной перевозкой, 3 же работает непосредственно в Абхазтоп. Из материалов дела и показаний свидетелей следует, что в части накладных, получаемых при перевозке получателем топлива, значится непосредственно бывший гендиректор компании или же замгендиректора. Иные из получателей топлива, указанных в накладных, вовсе не проживают на территории Абхазии с 2010 года или же скончались ранее. Сторона обвинения также сообщила, что все топливо, выписанное по указанным накладным, доставлялось на станцию Силапшап и там реализовывалось. Помимо этого, стороной обвинения указывается, что в некоторых накладных личные подписи водителей не признаны авторами и, вероятно, являются фейковыми. Следующее слушание состоится 27 декабря. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по отношению к гражданина Сирии Амира Халила по факту убийства с особой жестокостью Лютовой Ольги Вячеславовны. Амир Халил задержан и водворен в ВВС УВД по городу Сухум. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Абхазские спасатели доставили 23 тонны мандаринов жителям ДНР. Гуманитарная акция по доставке груза стартовала в Сухуме 16 декабря. Накануне сотрудники МЧС Абхазии привезли цитрусовый в Луганск. После Донецка груз отбудет в Херсонскую и Запорожскую области. Всего из Абхазии жителям Донбасса будет доставлено около 100 тонн цитрусовых. Руководством Абхазии было принято решение на все 4 региона, которые вошли в состав Российской Федерации, сделать гуманитарную такую акцию «Мандарины» на Новый год. В основном она направлена на детские садики, на школы, дети с ограниченными возможностями. Я бывал здесь несколько раз, и в Луганске, и здесь. Мы сюда ездим с 2015 года. И неоднократно и привозили мандарины, и подарки. И мы это будем продолжать. Министр МЧС Абхазии привез детям очень много свежих, душистых мандарин. Дети счастливые, довольные, чувствуются наступающие праздники, елка, Новый год. Мы встречаем в наших стенах, можно сказать, почетных гостей, долгожданных гостей, гостей из солнечной Абхазии, министра МЧС Льва Константиновича. Он у нас уже, можно сказать,
знакомый наш друг и почетный гость. Мы очень рады видеть их. И благодарны за то, что они привезли нам частичку своего добра, частичку своего тепла. Привезли детям сладкие и вкусные подарки в виде мандарин. Мы благодарны. Огромное спасибо за то, что в наше такое вот трудное время, да, но люди помнят о нас и знают, что мы есть. Студенты Сухумского государственного колледжа побывали со знакомительным визитом на курорте Красная Поляна, в Сочи-парке и в строящемся комплексе делюкс-класса Montera Sea View Residence. Всеми этими объектами управляет компания Montera. Именно она приступит к созданию нового отеля класса люкс в Пицунде, Москва-резорт. Предполагается, что в рамках двустороннего соглашения студенты уже сейчас могут проходить стажировку в лучших отелях Сочи, а затем получить рабочие места в Абхазии. Подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Впечатляет и масштаб, и скорость. В новой туристической истории Сочи Montera Sea View Residence – самый крупный строящийся объект. Это элитный комплекс с клубными резиденциями на побережье Черного моря, который будет включать в себя 5-звездочный отель на 400 номеров с высочайшим уровнем сервиса. Меньше чем за год, получается, было возведено 7 зданий общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. На данный момент мы видим, уже отделочные работы ведутся, все монолитные работы закончены на 100%. Это заняло чуть больше года. На таких объектах главная задача проектировщиков – совместить современные архитектурные решения и уникальный природный ландшафт, сохранив экологическую ценность. Такая же концепция будет применяться к проекту «Москва-резорт» в Пицунде. Важно отметить, что мы планируем работать с поставщиками материалов и с подрядчиками из Абхазии. В идеале нам бы хотелось, чтобы все потребности проекта были закрыты местными контрагентами. Мы уже провели ряд рабочих встреч и остались довольны и объемами, и качеством производимых материалов представителями строительной отрасли республики. И если Москва-резорт – будущее туризма, то курорт Красная Поляна – его настоящее. Всесезонный горный курорт развлечений с посещаемостью 1,2 миллиона человек в год – один из самых успешных проектов. Около 30 студентов и преподавателей Сухумского государственного колледжа на выезде постигают науку гостеприимства. Мы рассчитываем на то, что наши студенты познакомятся с инфраструктурой курорта, увидят те современные отели, которые есть на территории курорта, увидят наши сервисы, поймут высокий уровень стандартов сервиса и гостеприимства и дальше, соответственно, смогут здесь попробовать свои силы. Мы предоставим им возможность у нас поработать, и в перспективе, когда Montera построит отель в Абхазии, у студентов будет возможность устроиться на работу там, уже имея тот опыт и тот профессиональный уровень, который здесь они получат. Инфраструктура курорта Красная Поляна включает в себя отели мировых брендов. Студенты направления «Гостиничный сервис» секреты опытных ательеров узнали из первых уст, какие требования нужно соблюдать и из каких мелочей складывается высокий сервис. К слову, загрузка известных отелей «Риксус» и «Мариот», которые тоже вошли в программу посещения, на новогодние праздники уже приближается к 100%. Это значит, что гости высоко ценят такой отдых. Оценили уровень и студенты. Если честно, я такого не ожидала. Очень все понравилось. Все очень чисто, аккуратно, очень добросовестные люди. Вообще, ожидания, я не думала, что настолько все будет круто. Направление «Гостиничный сервис» при Сухумском колледже существует уже больше 20 лет. Здесь выпускают менеджеров среднего звена. Когда нам предложили, чтобы мы приехали на Красную Поляну, посмотреть, и что здесь могут наши студенты стажироваться, нам, конечно, это очень понравилось, потому что у нас как раз только начала строиться Москва-резорт, гостиница 5 звезд. И чтобы наши местные ребята там работали, им, конечно, нужна практика. И даже практика – это не единственный плюс сотрудничества. Помимо возможности стажироваться в лучших отелях, студенты могут получить неплохой карьерный рост. Хороший пример карьерного роста бэк-офиса – это повар, который когда-то пришел к нам в 2014 году, и на сегодняшний день он работает в нашей компании, в нашем отеле, и сегодня занимает позицию старшего сous-шефа, а это номер 2 после бренд-шефа.
И еще один пример фронт-офиса – это нынешний руководитель службы приема и размещения Курт-Ярда. Когда-то она пришла в наш отель администратором, прошла действительно все ступени роста в фронт-офиса. Тенгиз Лолуа на курорте работает уже больше 10 лет. Он руководит департаментом эксплуатации объектов горнолыжного комплекса. Проще говоря, отвечает за безопасность канатных дорог, работу лавинной и спасательной служб, инженерную защиту территории. Он не раз общался со студентами из родной Абхазии. Говорит, возможности для хорошей работы здесь есть. Все опять же зависит от человека. Какой у него настрой, какое у него желание, да, какие знания прежде всего. Какое общение с людьми. Все это играет большую роль в его продвижении, стремление продвигаться. Ну, опять же, все от человека зависит. Но здесь есть возможности эти. Вот самое главное, что здесь эти возможности есть. Информация к размышлению принята. Стоит отметить, что это уже второй визит студентов из Абхазии. В начале декабря приезжала делегация из Абхазского государственного университета. Как показала практика, многие из них всерьез задумались о своем дальнейшем профессиональном будущем. Эсма Голандзе, Абхазское телевидение. С полуночи 21 декабря ограничения на подачу электроэнергии по перетоку из России по высоковольтной линии ПСО и Гечрыбш будут сняты. При этом ограничения по высоковольтной линии Шишелет-1 и Шишелет-2 сохраняются до повышения воды до приемлемого уровня в Джварском водохранилище. Возможны локальные ограничения на местах из-за перегрузок в сети. Об этом сообщает пресс-служба Черноморэнерго. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 21 декабря на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 8-13 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.